каршы Курултай депутаттарының 14 яшьтән никахлашу турында кабул иткән кануны җәмәгатьчелектә зур ризаһатлык тудырды. Киң мәгълүмат сараларында, вакытлы матбугатта уның буенча бәхәсләшүләр бара. Бүген балалар хукукларын яклаучы җәмәгать оешмалары Өфөнең үзәк урамнарының берсендә пикет үткәрде. Пикет үткәрүчеләр халыкты битараф булмаска һәм мотлак парламент рәисе Константин Толкачевка, республика башлыгы Рөстәм Хәмитовка ебәреләсәк, хат астына култамгалар куерга сакырды. Резко отрицательно, потому что с 14 лет какие могут быть жены и мужья? А у них нет ни ответственности, ни зрелости, ни психической, ни моральной, материальной независимости нет. Какие могут быть браки? Все равно этих детей кто-то должен поддерживать. А вот депутаты Госсобрания посоветовались с вами, с общественными организациями? Абсолютно нет, не посоветовались. И мы поэтому собираем подписи, чтобы прекратить, чтобы этот законопроект приостановить, и чтобы был минимальный возраст вступления в брак хотя бы 16 лет. Вот. Мы неожиданно узнали о его принятии. Это было в конце, перед Новым годом, когда уже людям, в общем-то, не до политики. И тогда, естественно, собрать подписи мы не могли, потому что там праздники длинные и все такое. А вот сейчас мы решили подписи эти собрать, чтобы передать Толкачеву и Хамиту, чтобы этот закон или изменили, или вообще не трогали, оставили как есть. Ну а что бы вы сказали вот депутатам Государственного собрания Курултая Республики? Я бы хотела сказать, что закон этот принимать опасно, так как это развяжет руки педофилам. То есть поможет им, женившись, так сказать, по обоюдному желанию на жертве, просто-напросто уйти от ответственности, от уголовной ответственности. Раз. И во-вторых, я знаю, что большинство жителей Башкирии против таких ранних браков. Я это просто знаю, потому что разговаривала с людьми, со всеми своими знакомыми. И потом мы делали опрос ВКонтакте. Там 90% высказались против 14-летних браков. Ребенок не наигрался, честно сказать. Ребенок не наигрался, а его замуж берут. И представьте, если за старого человека пойдет. Это нормально? Нет. Нет. Допустим, 85-летний с 13-летней, да? Сами просто будьте людьми, подумайте об этом, как говорится. Все, мое мнение. Пускай этот человек вырастет, сформируется до совершеннолетия, станет на ноги, получит образование, потом будет сам решать, выходить ему замуж или не уходить. Все, спасибо. То есть здесь как бы такая странная, нелепая логика. Если есть проблема, то давайте узаконим это, и формально как бы проблема исчезает. У нас, может быть, есть наркомания, там проституция. Ну, давайте это узаконим, и нет как бы проблемы. Что это за? Это разве решение вопроса? То есть, а в 14 лет человек, он и социально еще не созрел, и психически. У него нет никакого еще социального статуса, он не может нормально зарабатывать, не говоря уже о том, что вообще у нас сегодня социальные условия, скажем так, не очень благополучные. Вот. И лазейка просто для педофилов, если он добьется согласия жертвы на вступление в брак, это избавит его от уголовной ответственности. То есть целый фактор негативных последствий здесь. Поэтому мы считаем неприемлемо и в исключительных случаях установить возраст вступления в брак, ну хотя бы с 16 лет, никак не раньше. У людей-то, извините, и в 20 лет ветер в голове гуляет. Какой там 14 лет? А кто вот заинтересован в принятии этого закона? Ну, как известно... Какое лобби здесь? С инициативой выступила прокуратура РБ, Назаров написал письмо. В первом чтении закон принят на февраль, назначено второе чтение. Вот. То есть странно, кому это нужно? То есть, судя по тому, как люди реагируют, все против, подавляющее большинство. А просто в интернете там 80-90% против. То есть странно, какой здравый человек будет такой поддерживать? Пикет үткәрүчеләр халыкты битараф булмаска һәм мотлак парламент рәисе Константин Толкачевка, республика башлыгы Рөстәм Хәмитовка ебәреләсәк, хат астына култамгалар куерга сакырды. Канун проекты тиздән икенче укуда караласак. Шуга кадәр балалар хукукларын яклаучы оешмалар халыктан ватандашлык позициясен белдереп калырга сакыра.